есть мнение начать наше заседание. Сегодня мы в Общественной палате Республики Саха-Якутия рассматриваем вопрос первоначальные результаты выполнения федерального закона от 24 июня 1998 года номер 89 ФЗ об отходах производства и потребления. Вот. Ну, как вам всем известно, с 1 января в Республике Саха-Якутия заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. 26 февраля Совет Общественной палаты в целях качественной подготовки, обеспечения широкого охвата заинтересованных органов власти и бизнеса в обсуждении реализации реформы по сбору и переработке твердых коммунальных отходов в Республике Саха-Якутия, а также выработке четких рекомендаций в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, приняло решение создать рабочую группу под руководством члена Общественной палаты Российской Федерации от Республики Саха-Якутия Алексеева Вячеслава Петровича. Также данный вопрос был рассмотрен на 7-м пленарном заседании Общественной палаты Республики Саха-Якутия от 21 марта этого года, и на котором было отмечено, что констатировались факты, да, что у нас действует уже 5 региональных операторов. Вот. Федеральное законодательство определяет районы Крайнего Севера как особый объект государственного регулирования и поддержки. Такие районы относятся к регионам со сложными условиями хозяйствования, требующими специальных методов регулирования. Порядка 76% населенных пунктов Республики Саха-Якутия является численностью населения менее 1000 человек. Вместе с тем, из-за малонаселенности существует проблема отсутствия достаточных объемов образования отходов. Особенности Республики Саха-Якутия, такие как экстремальные природно-климатические условия, низкая плотность населения, удаленность населенных пунктов от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость хозяйственной деятельности, сложная транспортная схема также влияют и на осуществление деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Указанные факторы требуют кратного роста платы за вывоз отходов, крупных финансовых затрат и инвестиций на создание инфраструктуры обращения с ТКО. Вот. И 21 марта Общественная палата по итогам обсуждения постановила рекомендовать правительству Республики Саха-Якутия принять меры к выполнению региональной программы развития системы обращения с отходами производства и потребления в Республике Саха-Якутия на 2018-2022 годы и регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия разработать и внести предложение об изменении федерального законодательства в части неприменения требований федерального закона об отходах производства и потребления на территории населенных пунктов, расположенных в арктической северной зоне Российской Федерации. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства усилить контроль за мероприятиями и соблюдением экологических требований федерального закона от 24 июня 1998 года номер 89 ФЗ об отходах производства и потребления региональными операторами в соответствии с региональной программой обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Госкомитету по ценовой политике Республики Саха-Якутия по истечении 9 месяцев текущего года провести анализ деятельности региональных операторов в части реализации принятого тарифного решения. Разработать тариф на перевозку, исходя из фактически накопленных твердых бытовых отходов. Рассмотреть вопрос установления тарифа на услугу по сбору и вывозу мерзлых жидких бытовых отходов. Общественной палате Российской Федерации внести предложение об изменении федерального законодательства в части неприменения требований федерального закона на территории сельских населенных пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера. Такие рекомендации были приняты Общественной палатой Республики Саха-Якутия 21 марта. Прошло уже полгода. Вот, и по итогам, и с начала реформы прошло уже 9 месяцев, уже
есть определенные результаты, определенные итоги. И поэтому наша комиссия Общественной палаты и руководство Общественной палаты приняли вот решение провести сегодняшний круглый стол. Вот. Ну и вступительное слово предоставляется члену Общественной палаты Анисимову Сергею Егоровичу. Спасибо. Ну, я хотел бы кратко сказать. Ну, что основное, значит, Андрей сказал, здесь по организации самой работы твердокоммунальных отходов по сбору. Значит, принятие после этого 8 мартовского заседания все-таки такие результативные, хорошие, значит, шаги со стороны главы республики и правительства Якутии, системы ЖКХ и энергетики. Это, во-первых, передача экосетей, значит, в структуру, значит, группы ЖКХ. Тем самым была усилена работа по организации и технической модернизации, значит, этого, значит, предприятия и, значит, понижение его задолженности. Проведена большая работа по экосетям. Здесь, хотя очень мало времени прошло, но здесь имеются хорошие такие задатки, потому что все-таки с помощью, значит, ОПЖХ, правительства Республики Саха-Якутия, значит, и главы Республики Саха-Якутия, вот эта проблема экосетей и решается и будет решена. Мы этот вопрос постоянно рассматриваем, вот планерка нашего предприятия группа ЖК, и, значит, мы в курсе вот этого вопроса и по ней работаем. Как вы знаете, там были уже передана техника, была большая закупка техники, что планировалась большая, очень большая закупка техники. По этому вопросу, значит, контроль у нас постоянный. Группа ЖК и по министерству ЖК там работа ведет. Это я как член общественной палаты, который там работает. А по артиллерийской зоне, ну, по артиллерийской зоне тоже там, вот как отметили, Николай Андреевич отметил, у нас там очень малая численность сельского населения, почти, сами знаете, там, вот те требования, которые ставит федеральный закон, там очень сложно исполнять. Для этого там тоже, ну, приняты такие шаги, которые, значит, должны способствовать улучшению работы, значит, сбора и утилизации. Там сейчас уже принимаются конкретные меры по сельской местности, чтобы там утилизовать, ну, причем, значит, наверное, сжигание будем работать, это, ну, Александр сам рассказывает полностью, как там принимать меры. Но работа ведется вот, по этой части. Ну и как сказал вот недавно наш глава республики, значит, Айсен Сергеевич, вот 14 октября, значит, вот заседание Крымского совета, он сам представил, и он там выступил очень коротко и четко сказал, что органы МСУ и рекоператоры должны сообща внедрять новую систему по обращению с стеком. Там проблема большая в связи с тем, что население тоже, конечно, не привыкло. Мы все знаем, потому что наши вот сельские местности люди сами за собой убирают, там сжигают, убирают, и вот некоторым, ну, вообще понимание этого вопроса у нас как будто это, ну, мы и сами убирали, и сейчас что от нас за это деньги требуют. Здесь тоже есть такие вопросы, которые, конечно, надо, значит, довести. Ну, я думаю, вот главы местного самоуправления, глава администрации, ему, они, конечно, должны вести, вот, как сказал глава, разъяснить работу среди населения. Очень хорошая разъяснить работу надо вести. Вот Николай пришел, он, конечно, этой работой очень хорошо занимается, и, наверное, тоже свой по этому вопросу скажет. Вот здесь, конечно, проблем море, чем решенных проблем, что у нас стоит вот проблема полигона. Вот полигон, который сейчас, как вы знаете, не прошел, значит, данное время не прошел экспертизу, но находится в стадии согласования. Вот с этим полигоном тоже, конечно, вопросов много. Вы знаете, что вот в связи с тем, что полигон не был инвестирован, вот этот тариф тоже был, значит, пересчитан и так далее. Так что там есть работа. И, значит, сейчас вот вокруг этих проблем
проблем надо поговорить, я думаю так, потому что основная проблема это будет, вот это задачи поставлены, все вот, вроде бы хотим работать, у нас вот эта работа ведет, но надо вот посоветоваться по тем вопросам, которые сейчас у нас стоят вот впереди, да, которые сейчас об нашей республике, и вот, работает наше министерство ЖЭСа и значит, вот, наши два региональных оператора, это Экосети и артистские зоны, которые вот у нас занимаются уже. Ну, здесь у нас работа вот, как бы определенно ведется, и она очень хорошо, интенсивно ведется, и большой контроль со стороны и Министерства ЖЭХа, и нашего руководства ЖЭХа. Постоянно вот, очень большое внимание обращается по вопросам. Но вот, по населению тоже надо было вот, не только так вот его сфотографировать и долаживать, потому что не собрали. Там надо было тоже определенную помощь организовать населению, чтобы сортировать, научить их. Вот, здесь нужна работа. И вот эта работа тоже надо нам найти решение, посоветоваться с вами и вот дальше работать. У меня вот так. Спасибо. Так, ну и как мы все знаем, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия является уполномоченным органом по исполнению федерального закона ФЗ-89. Слово для основного доклада предоставляется руководителю департамента коммунального комплекса и энергоэффективности и административной работы Министерства Чан Валентину Консиковичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Как все знаете, на сегодняшний день, согласно схеме, республика поделена на 5 зон деятельности рекомендаций. С 1 января 4 из них начали свою работу. ЖКХ в арктической зоне начал работу с 1 июня текущего года. На сегодняшний день охват населенных пунктов осуществляется деятельность по 71 населенному пункту. Собираемость в целом по деятельности рекоператоров порядка 50 на сегодняшний день. Что касаемо затронутых проблем в данной сфере, одной из основных проблем это то, что у нас действующие свалки в населенных пунктах всего из 470 свалок 7 включено в государственный реестр. Между тем, в соответствии с законодательством, имеется возможность использования свалок до 2023 года по отдельному порядку. Минприроды России разработал за номером 303. Там механизм по согласованию с Минприроды, предоставлению заявок, возможно отсрочка до 2023 года деятельности этих свалок. Также на сегодняшний день Министерством ЖКХ разрабатывается актуализация территориальной схемы. Первый этап общественных обсуждений прошел, получили много замечательных предложений от органов исполнительной власти, от публичной правовой компании «Российский экологический оператор», который уполномочен согласованию данных документов. На сегодняшний день до 20 ноября мы должны провести работу по устранению замечаний и вывесить на повторное публичное обсуждение. Ну, как коллеги отметили, сегодня региональные операторы, также проблема идет чтобы войти в населенные пункты, главным муниципальных образований необходимо провести работу по устройству местных накоплений санитарных точек. В связи с тем, что полномочия федеральным законом 89 содержание и обустройство местных накоплений это полномочия органов местного самоуправления. Что касается в целом территориальной схемы, наши подходы предложены в небольших населенных пунктах
захоронением. Так. Что касается в арктической зоне, в основном мы предусмотрели мероприятия по сжиганию твердых коммунальных отходов. В настоящее время по центральной зоне, по арктической, запустили проект распоряжения крупной сделки о приобретении в лизинг специализированной техники для регионального оператора. На стадии согласования там порядка 96 единиц техники предусмотрено, сейчас согласовываем. ГУП ЖКХ Сахарский край, дочернее общество, приобрело 8 единиц на сегодняшний день для регионального оператора центральной зоны. Так. Вкратце, если у меня все, готов ответить на вопрос. Да, давайте. У кого есть вопросы к Валентину Корсиковичу, пожалуйста. Ага. Давайте сразу будем задавать вопросы. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Раскройте, пожалуйста, вот эту вот тему, то, что вы затронули, что в арктической зоне мусор будет утилизироваться путем сжигания. Вот это вот как? Объясните, пожалуйста. На сегодняшний день мы рассматриваем вопрос, как я отметил, что на местах временного накопления будет собираться мусор. В дальнейшем, как пилотный проект, мы рассматриваем то, что 1-2 единицы сжигательных установок будут ездить и утилизировать, то есть обезвреживать отходы. А что из себя Путем представляет сжигания. вот это сжигательное? Сжигательное, ну, мы рассматриваем опыт, опробированный в Жатае. Жатай не прошло сертификацию. В Минприроды России, там у них лицензию они получили на сегодняшний день. Сейчас они прорабатывают вопрос именно по эксплуатации на месте в Жатае, Росприроднадзора. И дополнительно изучаем опыты соседних регионов и так далее. Также изучаем опыт ИП Петрова, который на сегодняшний день работает в данной отрасли, скажем так. Ну, он применяет именно подходы на отработанную массу. Да? Эти подходы мы тоже встречались с ним. На сегодняшний день такие подходы мы рассматриваем в Фиксе, к примеру, да, там есть такое сырье, отработанная масса, шланг. Соответственно, таких применить планируем подходы на территории арктической зоны. В дальнейшем возможно тиражированием на территории других небольших населенных пунктов. Скажите, вот эта вот установка, которую разработал Жатай, значит, там вот по поводу дыма, как он будет очищаться, вот дым от сжигания мусора? Ведь там же будет не пластиковая тара, а это диоксин. Ну, в рамках защиты, скажем так, проекта, они все эти подходы согласовали, поэтому Минприроды лицензию не выдал. Но в ходе согласования Росприроднадзором эти подходы также будут согласованы. А наше Министерство экологии проводило свою? Насколько я знаю, они выезжали, осматривали. Выезжали, рассматривали, так. Они же получают вот, экспертизу управления Росприроднадзора. Конкретно оно соответствует или не соответствует. А так там предусматривается система рециркуляции газов и дожиг газов тоже. И сколько будет стоить вот эта вот передвижная установка с этой рециркуляцией? Это, в принципе, дорогостоящая. Ну да, именно касаемо жатаевской установки, стоимость самого оборудования 15,5 миллионов на 5 кубов в час. И плюс это техника на базе тайга, как рассчитывали, это еще дополнительные 6 миллионов. А кто будет контролировать работу вот этой сжигательной? Кто внутри? Непосредственно у кого имеется лицензия. То есть на сегодняшний день мы рассматриваем рекоператор.
Так, ясно. У меня вопрос. У меня следующий вопрос вот Валентину Констиковичу. Вот у нас 5 этих, да, региональных операторов. Но наиболее на слуху, конечно, Якутск Экосити, да. Вот, ну и ГУП ЖКХ как бы, ну, отчитывается о своей деятельности в Арктике и так далее. В прессе есть. А вот просьба охарактеризовать деятельность 3 остальных регооператоров. Вот это экологическая система Якутии, Мирнинское предприятие жилищного хозяйства и МУП переработчик. Вот, как они работают сейчас? Ну, в принципе, у них основные проблемы у всех регионоператоров одни. Это отсутствие населенных пунктов компаний по транспортированию отсюда, отсутствие мест накопления, низкая собираемость платежей и так далее. У каждого есть трудности, в рабочем порядке отрабатывать. Но они вам как-то отчитываются о своей Да, деятельности? ежемесячно они в соответствии с заключенным соглашением предоставляют отчеты по деятельности регоператора. Эту информацию мы получаем, анализируем, в том числе вот, по собираемости, по уровню и так далее. Так, еще есть вопросы? Пожалуйста. Можно узнать, вот в связи с тем, что у нас вопрос не решил, ну, правда ли того, что полигон на Бирюзском километре, 9 километре не прошел государственную экспертизу, что мы упустили федеральные средства? Я отвечу, что экологическую экспертизу мы прошли по проекту нового полигона на 26 километре. По рекультивации на 9 километре в настоящее время повторно направлен на экспертизу, в течение месяца должны представить. Пока средства как бы еще не упущены. Средства предусмотрены на 21 год. Коллеги из Минэкологии, если я ошибаюсь, отправят. Да? У нас в 2021 уже году средства Да? на рекультивацию. Да? Второй вопрос. Как вы предусматриваете работу с населением, да, вот именно по раздельному сбору непосредственно, скажем, даже вот в кварталах МЖКХ? На Смотрим сегодняшний ли день, это средства какие-то, вам нужны ли вам помощники в этом плане? на сегодняшний день мы крупные проекты реализуем на территории города Якутска. Также в настоящее время в Ленино-Конгласском районе такие же проекты реализуются, да, в рамках экологического просвещения населения. Что касаемо раздельного сбора, на сегодняшний день мы планируем, отобрали уже пилотный квартал, это Прометей, ТСЖ МЖК. Сейчас рассматриваем вопрос внедрения раздельного сбора. Пока мы планируем разделять на 2 фракции, это картон и пластик, апробировать это все, ну, и в дальнейшем тиражировать данные механизмы. Между тем в арктической зоне на сегодняшний день также Чепудахи осуществляет раздельный сбор. Там предусмотрены сетки под пластиковые отходы. Ну, в данной ситуации, получается, вы планируете работу именно с управляющими компаниями. Управляющие компании непосредственно дополнительно, кто осуществляет деятельность по дальнейшей переработке отходов, да, пластик и так далее. Мы знаем, что картон вывозится в соседние регионы. С этими компаниями мы совместно сотрудничаем. И третий вопрос. Значит, сейчас уже в ряде мест, да, создаются такие прецеденты, что люди не согласны, допустим, с местами размещения полигонов. Так, вот, допустим, я знаю, что в Нюрнберг планировали такие на общественные слушания. Вот сейчас зреет в начале ноября общественное слушание по полигону в Вилюйске. Тоже чернышевские там не очень хотят, чтобы у них это было. Как вы собираетесь проходить эти ситуации? Общественное обсуждение для того на сегодняшний день. Все равно мы должны найти баланс между общественностью и реализацией проекта. В каждом отдельном случае мы будем отрабатывать по конструктивным замечаниям, которые относятся к населению и общественности. Ну вот как это решается, мы это наблюдали на общественных слушаниях по новому полигону в городе Якутске. Были объявлены общественные слушания,
подошло очень большое количество людей, и было выражено очень много, значит, вот, несогласия с тем, как это дело происходит. В конце этого мероприятия, когда мы сказали, значит, ну что, где есть протокол, который надо подписывать, что мы не согласовываем в данном виде эти слушания, ну, собственно, не я лично, а другие люди, значит, заказчик и представитель мэрии сказали, нет, нет, мы этого не требуется, ничего подписывать не будем. Спустя некоторое время, даже лично мне уже позвонили, ряду другим людям, чтобы мы задним числом подписали общественные слушания, протокол общественных слушаний. Как вы это объясняете? По поводу заднего числа, Да, задним числом. все мы участвовали на этих общественных слушаниях, да, все замечания были учтены в протоколе решения, и в дальнейшем устранены строительной организацией. Необходимо отметить, что Росприроднадзор в ходе экологической экспертизы также участвуют представители общественности, и замечания, которые были учтены на общественных слушаниях по проекту, они также рассматривались на экологической экспертизе. Нет, но общественность не была ознакомлена с тем вариантом проекта, который учел все те замечания, которые были высказаны на первом совещании, на первом общественном слушании. Это же полное нарушение закона по прохождению работ. На сайте все было опубликовано. Коллеги, может, более подробно дополнят меня по проекту. Представьтесь, пожалуйста. Генеральный директор Якутской кассеты Владислав Владимирович. Да, действительно, проект полигона в 26 километре прошел государственную экспертизу экологическую по ряду причин. Прошел или не прошел? Не прошел на 26 километре. Действительно, изначально проект на первом слушании были большие замечания, потом в последующей рабочей комиссии были эти замечания устранены. Также те замечания, которые были озвучены на публичных слушаниях. Что касается заключения экспертной комиссии, там по ряду причин это отказ был в проведении экспертизы по причине отсутствия в проекте планировки сортировочных станций. Это основная причина, по которой проект прошел. Тогда сейчас что По применению участка Архит этот вопрос был решен Министерство земельных отношений, было предоставлено другие альтернативные участки Архита. Вопрос был закрыт. Ну, стало быть, вы собираетесь мусоросортировочный завод? Что касается мусоросортировочной Они станции, обязаны. мусоросортировочной станции, потому что по изначальному плану действительно это в дальнейшем собиралось строиться за счет инвестиционных вложений. Вы все знаете, что 30 августа управлением Госкомиссионера не составляющей тарифа была исключена. В связи с этим сейчас вносятся корректировки именно по прохождению и составлению данного проекта, в том числе по дальнейшему и именно строительству данного полигона. Либо это будет за счет инвестиционных средств инвестора внешнего, либо это будет за счет средств федеральных. Это сейчас все в повестке дня. Сейчас отрабатываем, дополнительно скажу, с потенциальными инвесторами, изучаем их опыт. Встречались с уполномоченным органом Минприроды, это российский экологический оператор, буквально на прошлой неделе, руководителем Луцаева. В настоящее время механизмы финансирования еще положением не утверждены по данному проекту. Ну, мы предполагаем, что в рамках частных концессионных инициатив будем реализовывать данное мероприятие. Можно последний? Да, пожалуйста. Наверное, специалистам известно, что твердых коммунальных отходов где-то до 50% отходов составляют отходы органического происхождения, которые во всем цивилизованном мире, в принципе, решаются методами компостирования. Есть ли у вас нацеленность на то, чтобы вот именно не строя никаких огромных, не имея финансово емкие, как говорится, затраты, да, именно таким образом перерабатывать до 60% отходов, которые производит город, методом компостирования? Компостирование мы изучаем, там есть вопросы по климатической особенности нашего региона, да, низкие температуры и так далее, то опыт соседних регионов мы изучаем. На сегодняшний день окончательного решения не принято. Надо обратить внимание, конечно, на это. Мы обращаем по технологии, мы сейчас, скажем так, на стадии изучения подходов, да, в дальнейшем будет
А так, пожалуйста. Ага. Дело в том, что в этом федеральном законе прямо написано, что население не имеет права в мусорные контейнеры, значит, отправлять использованные батарейки, диоксидные лампы и, ну, так сказать, 4 класса опасности отходов. Да? Вот. В полномочия МинЖКХ входит развитие предпринимательства в части организации сбора вот этих вот опасных отходов от населения. Ну, на В том сегодняшний числе день, от сельскохозяйства. практика в республике есть. Как я отметил ранее, в рамках акции раздельного сбора также мы осуществляем сбор батареек и так далее для направления на дальнейшую утилизацию. На сегодняшний У день вас есть полномочия развивать вот это направление? Или это вы просто отдали предпринимателям, хотите занимаетесь, хотите нет? на сегодняшний день мы, в том числе в рамках раздельного сбора, этим направлением тоже занимаемся. Ясно. Еще есть вопросы? Ну, давайте все-таки поблагодарим, да, так, Валентина Консиковича. Так, слово предоставляется председателю Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Винокуровой Антонине Борисовне. Добрый день, уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые приглашенные. По рекомендациям 7-го пленарного заседания Общественной палаты от 21 марта нам были, значит, даны такие рекомендации, что по истечении 9 месяцев текущего года провести анализ деятельности региональных операторов в части реализации принятого тарифного решения. Ну, многое вы услышали из предыдущего выступления. Главным вопросом и главной проблемой для нас, как для регуляторов, да и для жизни самих региональных операторов, является вопрос объемов. Здесь вопрос заключается в том, что объемы по данным региональных операторов, объемы по данным операторов, которые занимаются захоронением, объемы по данным транспортировщиков, они существенно между собой отличаются. Вот, например, если взять город Якутск, то полигон говорит, что он захоронил на 33% больше отходов, чем было запланировано в тарифах. При этом транспортировщики говорят, что они вывезли на 6% больше отходов, чем было запланировано в тарифах. При этом региональный оператор смог начислить потребителям на 20% меньше отходов, чем было запланировано в тарифах. И такая ситуация наблюдается абсолютно по всем муниципальным образованиям. Поэтому, естественно, региональные операторы не соберут тот доход, который был запланирован в тарифах. И в том числе, конечно, те затраты, которые были включены в тарифы, они ими, мы думаем, что полностью тоже освоены могут не быть, потому что они просто не смогли собрать выручку. Ну, главным вопросом для нас является, конечно, выполнение инвестиционных программ. И здесь главным вопросом была та инвестиционная программа, которая была включена в тарифы города Якутска. Здесь в августе нам уже стало понятно, что полигон не будет построен в этом году, и совместным решением с Министерством ЖКХ мы предложили главе республики эти затраты исключить из тарифов, и Айсен Сергеевич дал нам поручение это сделать, и сейчас гражданам сделан перерасчет. Конечно, региональный оператор, получается, сейчас сидит без денег в связи с этим тоже есть проблемы, но в то же время его задолженность перед жилкомсервисом тоже перерасчитана. Так, теперь второе задание было разработать тариф на перевозку, исходя из фактически накопленных бытовых коммунальных отходов. Но мы поняли, что это имелось в виду, что рассчитать перевозку буквально по каждому виду транспорта, по каждому виду маршрута. Сейчас, ну, на 2019 год в связи с отсутствием хороших данных мы подошли к этому вопросу более усредненно, делали усредненные тарифы. А на 2020 год у нас стоит задача уже более подробно к этому вопросу подойти, буквально посчитать каждый поселок. Да? Когда утверждали тарифы ГУП ЖКХ на северах, они пришли к нам уже позже, там уже вот эти расчеты были сделаны, и расчеты уже содержат транспортировку до каждого населенного пункта. Ну и третьим вопросом было нам дано задание рассмотреть вопрос установления тарифа на услуги по сбору и вывозу мерзлых, жидких бытовых отходов. Законодательство запрещает относить к твердым бытовым отходам мерзлые бытовые отходы. Это наша региональная особенность климатическая.
Поэтому здесь с самого начала уже была проведена работа с муниципальными образованиями, и они все расщепили у себя тарифы на мерзлые бытовые отходы. И оттуда ушли затраты, некоторые затраты на тариф на твердые коммунальные отходы, а вывоз мерзлых бытовых отходов остался в составе жилищных услуг. Здесь тарифы утверждаются решениями собственников помещения или муниципальными образованиями. Здесь мы не утверждаем тарифы. Если коротко, вместе. Так, вопросы к Антонине Борисовне? А еще одна проблема по объемам. У нас получается, что вот наличие регионального оператора и внутри него оператора полигона порождает свои проблемы. Да? Возникают ненужные финансовые потоки, на наш взгляд, между этими двумя лицами. И вот, допустим, по городу Якутску мы выяснили по данным Мобжилкомсервис, это полигон он содержит, да, что около 45% объемов уходит мимо регионального оператора. То есть региональный оператор ни копейки не получает за этот объем, а они были уже учтены в тарифах. А эти объемы идут напрямую к Мобжилкомсервису. Поэтому здесь вот такая огромная проблема тоже возникает. И мы видим и рекомендуем, что надо бы все-таки, чтобы это был, чтобы региональные операторы самостоятельно заходили на свалку, на содержание этих свалок. Чтобы не было вот этих ненужных финансовых потоков и ненужных там споров по объемам и так далее. Или даже предложение. У нас же трудности со сбором мусора, потому что по месту, по обустройству места сбора мусора, даже где вот частные улицы, например, у нас где узкие улицы, народ не соглашается, чтобы возле их дома ставили вот контейнеры. И вот предложение такое, а может это, сейчас у кого рядом стоит мусорок, может ему как бы дать льготу, чтобы он не платил за сбор мусора. Тогда, я думаю, это все согласятся, наверное. Ящик возле них стоял. Такие вопросы через тарифную политику не решаются. Мы не имеем права давать льготный тариф кому-то. Мы же, Это уже отношения между самими потребителями, это уж как между потребителями. Мы не имеем права давать льготный тариф никому. Антонина Борисовна, помните, вот в начале года, вернее, в конце прошлого года, когда мы утверждали тарифы, да, на вывоз мусора, возник вопрос с жилкомсервисом, значит, по коэффициенту уплотнения. Как вы считаете, вот это, то, что рассчитали коэффициент уплотнения вы как регулятор, да, значит, он привел к этому разбросу объемов? Коэффициент уплотнения у нас учтен в тарифах двойка, 2 раза уплотнение, да? Вот этот разброс, который я вам сейчас говорю, это уже с учетом коэффициента уплотнения. То есть я перевожу на рыхлый мусор тот мусор, который привезли машины. И вот даже вот такой переведенный в соответствии с тарифным коэффициентом объем друг с другом разнится вот в разы. То есть региональный оператор смог предъявить потребителям на 20% меньше объемов, при этом должен заплатить полигону на 30% больше объемов, чем тарифом. Вот такой перекос огромный произошел, и сейчас, конечно, очень тяжело. А нельзя ли вот каким-то практическим методом, если он, конечно, имеет место быть, допустим, вот у нас мусоросборочные машины, да, значит, просто практически замерить, так сказать, объем контейнеров заполненных, и после того, как их спрессует вот эта вот мусороуборочная машина, сделать замер. И может быть тогда какой-то более правдивый коэффициент уплотнения выйдет. Коэффициент уплотнения нам поможет решить только весовые. Весовые на въезде в полигоны. А контейнеры как взвешивать? Контейнеры не надо взвешивать. Взвешивается именно уплотненный мусор. При этом мы понимаем, что есть понятие масса отходов. Да? Она у нас составляет по нормативам для населения 150 килограммов стоит отход. 1 куб весит 150 килограмм. И вот исходя из веса машины, которая привезла объем, делим на 150 килограмм, и тогда в рыхлом виде, сколько он привез мусора, уже будет видно. Вот потому что надо ставить весовые. Ну, от кого зависит установка? Ну, опять же, от оператора полигона, который содержит. Мобжилкомсервис есть?
Мне позвали, да, можно позвать? Ну, пока полигон им принадлежит, наверное, вопрос этот не решит. Я тоже так думаю. А почему полигон не передают экосетям? Не знаю. Он не соответствует. Раз тариф-то такой же. Или, не понимаешь, нельзя, ты не можешь передавать. Он не соответствует. Понятно. В рамках совещания у главы республики такой вопрос был поставлен. Тише, товарищ. Смотреть возможность жилым сервиса передачи полигона Да, да. на 9-м километре. На сегодняшний день позиция города не передать данный полигон, поскольку это, скажем так, доходная составляющая жилком сервиса, обусловлено это тем, что финансовая ситуация предприятия на сегодняшний день желает, скажем так, финансовая ситуация нестабильна. Поэтому на уровне министерства мы собирались с руководством города Якутска, а на сегодняшний день решение не принято. Так, еще есть вопросы? Так, спасибо, Антонина Борисовна. Ага. Ну, здесь в нашем зале собрались представители муниципальных органов власти, региональных операторов. Ну, мы предлагаем вначале заслушать представителей региональных операторов и потом заслушать представителей муниципальных районов и администрации города Якутска. Так, ну, слово представляется генеральному директору Якутск Экосети. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники совещания. Представлю Сазонов Владислав Владимирович, генеральный директор Якутской экосети с 30 августа текущего года. Как вы знаете, то, что сейчас фактическое состояние предприятия достаточно сложное, в том числе в финансовом плане, в производственном плане. Поддержку профильного министерства, а также окружной администрации, чтобы стабилизировать обстановку с вывозом ТКО за кратчайший срок, буквально за август месяц. Профильным министерством ЖКХ было принято кардинальное решение по приобретению техники. Сейчас в настоящее время 9 единиц техники у нас обслуживается. Это 8 мусоровозок и 1 автомашина портальной загрузки. С учетом этого нам удалось, в принципе, стабилизировать ситуацию с вывозом ТКО в центре города. В настоящее время мы проводим также, чтобы охватить частный сектор, как уже коллеги сказали, у нас есть вопросы по собираемости и по охвату, в том числе по организации мест накопления, то есть контейнерных площадок. Именно в частном секторе мы приняли решение запустить пилотный проект, это организация позвонкового сбора. Позвонковый сбор у нас уже организован в горном районе и достаточно успешно у нас работает. На территории города мы собираемся позвонковый сбор вводить, это в Гагаринских придорожных округах. Для этого сейчас у нас проводится анализ, выстраивается маршрут движения, и где-то уже с 1 ноября мы запуск уже произведем. Позвонковый сбор представляет собой это выезд машины по графику, по определенным улицам. Будет установлен зумер, который будет оповещать именно движение автомашины по данной улице, да, то есть, говоря, с звуковым сопровождением. Будет создана группа WhatsApp именно по улицам, в какое время, в какие дни будет производиться вывоз ТКО. Это мы уже определили, это будет в раннее утро, то есть когда люди дома, да, и после 7 часов вечера. Что касается финансового состояния предприятия, действительно оно сложное. У нас в связи с тем, что была исключена инвест-составляющая из тарифа, это 32%, мы произвели жителям и юрлицам перерасчет с января по август месяц, то есть по июль месяц. В связи с этим у нас возник кассовый разрыв где-то около 4 месяцев. Перерасчет мы произвели абсолютно 7, это 94 миллиона, это 58 миллионов это юрлицам, 35 миллионов это у нас физические лица. С учетом этого, сейчас у нас состояние, сейчас повторюсь, достаточно сложно, но тем не менее региональным операторам принимаются все меры, чтобы минимизировать дебиторскую задолженность, активизирована работа претензионно-исковая, в том числе мы наращиваем объемы именно в части договорной кампании. Для этого мы обратились в прокуратуру республики, в последующем прокуратуру предохранную
охраны природы. И уже свои определенные положительные уже результаты есть. Уже крупные компании, крупные торговые центры к нам уже идут, эти договоры мы оформляем. Что касается работы именно просветительской, в настоящее время мы понимаем, что это тоже одно из важных направлений именно оповещения нашей деятельности. Мы составили определенный медиаплан, согласовали с профильным министерством. В настоящее время организовали свой новый сайт, который будет запущен 27 октября. Вот, освещаем свою работу как в средствах массовой информации, в том числе страница Инстаграм заведена у нас. Работаем активно в Горном, Намском, Кандаласском районе, уже были проведены ряды встреч, и тоже положительные результаты у нас есть. Действительно, как Антонина Борисовна сказала, что имеется проблема в части фактического вывоза ТКО на полигон, действительно он больше. Это связано с тем, что у нас необходимо пересмотреть территориальную схему обращения с ТКО, поскольку территориальная схема была принята в 2016 году, и мы понимаем, что за это время мусорообразователей в столице республики только увеличилось. Помимо этого у нас есть патентные мусорообразователи, это необходимо отметить, это у нас студенты, да, поскольку у нас начисление осуществляется по факту прописанных граждан, собственников жилья, а у нас студентов только порядка 60 тысяч человек, да, и это тоже дает определенный свой некий фонд, да, именно в части большого количества образований ТКО. Вот. Помимо этого, что касается охвата, действительно, сама суть федерального закона 89-го и подзаконных актов говорит о том, что полигон для размещения ТКО для разработки он должен быть в одних руках, то есть непосредственно у оригинального оператора. В настоящий момент полигон находится в муниципальной собственности и обслуживает уже сервис. Это в свою очередь создает для нас очень большие проблемы, потому что Волкомсервис позволяет на данный полигон завозить ТКО сторонними организациями. Ну, тоже можно муниципальный орган понять, да, то есть, поскольку город, я понимаю, что не хочет образования несанкционированных свалок за пределами города и в лесной зоне, да, но это не выход из ситуации, и необходимо вопрос, конечно, по передаче полигона решить, чтобы нам сделать охват полностью по жилищному и фонду, и также по юрлицам. Вот. Ну, в принципе, коротко все, готов ответить на ваши вопросы. Так, пожалуйста, вопросы. Вот соты, поднем позвонковый, Это, да, ну мы сейчас к этому идем, то есть у нас сейчас будет апробация именно позвонкового вывоза, это именно с теми участками индивидуальных жилых строений и сотов, у кого есть действительно желание. Поскольку мы понимаем, да, и в сельской местности, да, как коллега сказал, что бывает много раз нет возможности контейнерную площадку организовать. Для этого, для удобства, мы будем проводить позвонковый сбор. В принципе, такой сбор производится и в центральной России, и в соседних регионах, и положительные результаты есть. то есть и на Ведюйский тракт вы на даче будете выезжать, и на Покровский, на Утырский, да? Нет, ну, что касается именно по индивидуальным жилым строениям, там, где у нас имеет прописка, по ним будем производить. То есть дачники, которые постоянно проживают, они опять остаются Нет, за нет, постом. норматив приказа Минжихха предусмотрен для сотов. В данном случае соты тут рассматриваются как хозяйственный субъект, ну, соответственно, у них применяется отдельный норматив, и с ними непосредственно сотом будет заключен отдельный договор. Не с каждым, а С этим председателем, да. Нет, это очень трудно будет, потому что там что-то же разошелось. Некоторые не живут, некоторые живут, некоторые говорят, мы их просто прописаны, там мы увезем. Там тысячи проблем, это очень сложно. Это да. тут надо ехать сами увозят. Да, по звонку выработать там, если Какой-то алгоритм. с каждым физическим листом работать. Так очень сложно будет. Ну, надо налаживать. Ну, мы понимаем то, что любой
реформе есть шероховатость, мы только в начале пути. Сейчас компания Курской сети вступит в такой переходной период. Ну, работает. Все от нас зависит, понимаем. У меня вопрос. У вас сколько операторов по городу Иркутску работают? Региональный оператор один. Перевозчики мы одни. У нас есть привлеченные организации, Подрядчики. подрядные организации, 15 организаций, которые с нами заключены договоры аренды транспортных экипажей. Привлеченных 6 машин дополнительно. А вы сами не проводите разве конкурс по выбору операторов по городу? Ну, данный конкурс, да, действительно, в начале года был организован, да, то есть конкурс, но управление федеральной термонапорной службы провело проверку и данный конкурс отменил. Вот. Мы планируем на следующем году такой конкурс также провести. Но мы хотим город разбить по лотам. Потому что изначально конкурс он не совсем правильно, мы полностью весь город сделаем. А ассоциация перевозчиков, вы с ними сотрудничаете? Ассоциация перевозчиков, конкретно ассоциация нет, но членами ассоциации, да. С ними заключаете договор. Ну, Договора членами, аренды. да, есть там, поскольку ассоциация создавалась для участия, мы понимаем, в конкурсе, да, всех объединений создавалась ассоциация. Многие члены этой ассоциации, кто-то вышел, кто-то остался, но, в принципе, у нас с ними рабочие отношения, у нас с ними встречи. У меня один вопрос. Вот наш муниципальный орган города Иркутска, они, значит, предлагают управляющим компаниям по вывозу мусора сотрудничать с вами. Вот как вы видите такое сотрудничество? Ну, вопрос тоже спорный, на самом-то деле, согласно требованиям действующего законодательства, в принципе, запрещено. Да. Да. Вот об этом. Вот. Ну, с учетом того, что ситуация достаточно сложная, сейчас вопросы прорабатываем. Но управляющие компании сами по себе, они могут участвовать в конкурсе по отбору операторов, допустим? Ну, чтобы Как операторы? Или лицензианты, он не может это делать? лицензированная организация должна быть, чтобы она могла участвовать в конкурсе. Какая видно? И чтобы она имела лицензию, то есть определенный имеет право на осуществление перевозки данных отходов от первой до четвертой. Сказали, что вот тариф выбрал, надо не сказать, да? Тариф выбрал на инвестиционных составляющих. Что это означает? Означает, что теперь вы умываете руки по поводу вот, инвестиций в мусоропереработку и так далее? Или как? Деньги были Чем это нам грозит или наоборот благо? Тарифе раньше был предусмотрен вес составляющей для строительства будущего полигона. Да. Вот Теперь сейчас, убрали. сейчас она полностью исключена, с населения юридических лиц данная сумма средств не собирается в рамках тарифа. Сейчас мы только собираем средства за транспортировку в Украину. На каких Ну, у вас инвестиции какие только средства связаны вы с полигоном, с Ну, одним объектом. Вот я говорил, что именно данный вопрос сейчас повестки дня на уровне профильного министерства, это республики, именно это либо будут инвестиции, либо это будет за счет государства федерального бюджета. Но инвестиции у вас только связаны с полигоном, получается. Да. А инвестиции на развитие вашего предприятия, на вооружение нет? Нет, это все у нас Население не должно у нас быть. в производственной программе. Только по полигону. Понятно. Можно вопрос еще маленький? Пожалуйста, пожалуйста. Можно, да? Ага. Вот вы до того, как вы возглавили это предприятие, очень важное для республики, для столицы, какой у вас опыт работы в этой сфере? Где это предприятие? Я в свое время был специалистом налоговой службы крупнейших налогоплательщиков, потом работал в казначействе, работал старшим помощником прокурора города, был руководителем управы с 14 по 19 год автодорожного округа. Значит, непосредственно опыта по работе с отходами, и так далее, вы нарабатываете. Да. Ну, как глава управы. Не, ну, Конечно, есть такие. не, все-таки давайте вот вы, тогда за счет чего будет строиться полигон для мусора? Ну, я еще раз повторюсь, Да. что в настоящее время вопрос сейчас рассматривается, в повестке дня стоит, правительство Республики Саха-Якутия, да? Так. Были вот как коллега с Министерства государства были встречи, в том числе на уровне инвесторов, привлечения компаний Тарикон, да? Вот в настоящее время этот вопрос пока не решен, он только сейчас на обсуждении. Это ли будут средства инвесторов, либо это будет республиканские средства, то есть бюджет республики.
финансирования федеральных средств. Ну, средства, если инвесторов, то их надо возвращать. Ну А да. брать Ну, источник капитала. это уже будет тариф Это пересмотрен в Мы дальнейшем. тоже участвуем. Тариф обязательно должен быть заложен. То есть Инвестиционная получается, составляющая, это- она по Но закону правительство положена. рассматривает От возможность этого никуда не уходит. поиска Она так и должна нескольких быть там. источников. И федеральный Только сейчас бюджет, нет и инвестиций, республиканский поэтому бюджет, убрали. и сторонние инвестиции. Все это можно совместить в рамках концессии. Можно вообще по-другому. Скажите, пожалуйста, можно вам Еще не решен. ага, пожалуйста, представьтесь. у нас Екатерина Васильевна Викторовна. У меня вопрос такой. Юнила. Половина, будем говорить, 2 трети города у нас благоустроена, одна треть чужая, да? Значит, у нас вывозится мусор ТКО, есть МГО, ЖГО. Если с ТКО у вас сейчас как-то, ну, будем говорить, более-менее отработано, да? А как МГО и ЖГО? МГО региональный оператор не вывозит, потому что в тарифе мы заложены технико-экономические показатели мусоровозной техники, то есть погрузочной техники и самосвальной техники у нас в тарифе не предусмотрено. Соответственно, вот как Антонина Борисовна сказала, то, что предусмотрен отдельный жилищный тариф, где у нас МГО отдельно такой ЖГО и МГО. И тем более МГО, оно не попадает в федеральный классификационный каталог отходов. Там определения МГО нет. Это смершийся. Тогда кто же занимается Это муниципалитет. жилкомсервис? Спасибо вам. Все, спасибо. Ага, спасибо. Так. И слово предоставляется начальнику управления ТКО ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия Данилову Александру Александровичу. Добрый день, уважаемые члены Общественной палаты и присутствующие. Да, мы, как региональный оператор, начали работать 14 июня после утверждения единого предельного тарифа. Так, на данный момент работаем по 16 населенным пунктам, это включая 12 районных центров. Но, к сожалению, из-за отсутствия там желающего или там потенциального оператора в Ульяновском районе пока работа не начата. Так, в основном, как оператор работает филиал на местах. На сегодня те же проблемы, которые сегодня вот озвучили наши коллеги, это повсеместная необстроенность контейнерных площадок, отсутствие контейнеров. Хотя в этом году мы заказали 500 штук и 210 штук они по навигации доставлены до места назначения. А 290 будут доставлены по установлению ледовых переправ и по автозиметру. Так, просто надо будет как-то привести такой пример. Я вот буквально позавчера письмо поступило от главы села Амдирушкина, это проживает где-то 700 человек, это вообще ниже Колымский район, и вопрос ставит таким образом. Когда к нам вы придете там, на уборку мусора? Потому что у нас как бы свой муниципальное гуманитарное предприятие отказалось от работы. В связи с тем, что с 1 января уже определились региональные операторы, которые должны делать. Дело в том, что это действительно вопрос, конечно, для главы наследия, да, и тем более вот такого удаленного. Вопрос, так скажем, сегодня трудно ответить что-то на это. Это связано с тем, что на данный момент, буквально до позавчерашнего дня мы работали по линии лизинга. По 171 единицу хотели по лизингу приобрести. Тогда мы как-то покрыли бы те потребности, которые существуют на сегодня по транспорту. Так, а потом, вот здесь говорим по Якутии в целом, да, в центральных районах тоже транспортная недоступности говорим, да, вот трудности всякие разные. А на северах вообще вот повсеместно, напасть можно будет пересчитать из 100 населенных пунктов, где можно круглогодично вообще не делать. Это в Верхоянском районе, например,
Бакагая можно ездить, там где-то 80 километров. Вот так. Вот Среднеколымский, вот как раз представитель главы района сидит, он не даст соврать. И по населенным пунктам Среднеколымска, если там 7 населенных пунктов, то там зимой сколько можно забрать. Так, и теперь Андрюшкина, вот глава, ну я не скажу, как ее, хотя знаю, она говорит, вы придете и будете с нас деньги собирать. Да, говорит. Там с человека получается 120 с чем-то с копейками рублей. А за что будете собирать? Ну, за сбор и транспортировку. Нет, говорит, так. Она как бы первый раз слышит, что будет производиться такой сбор. Это глава населенного пункта. Поэтому, да, с нашей стороны, конечно, мы пытаемся на своем уровне вести такие разъяснительные работы, что есть такой, что такое региональный оператор, какие тарифы на основании чего вот это устанавливается и тому подобное. Но этого недостаточно. Так, и есть главы, которые говорят, да идите вы со своим суппортиком, со своим мешком. Но если мы такие отношения будем изначально строить, у нас как никакого сдвига не будет в этой реформе. Да, у нас есть желание работать, есть возможности, только вот такие после, как говорится, скажем, по обеспечению техникой. Но уповать на то, что да, вот ГУП все выдержит, все перетерпит, что это богатое предприятие, но это как-то из области фантастики на сегодня. Ну вот Якутск эти не даст соврать, потому что благодаря ГУПу ЖК вот как-то они сейчас на того удерживают. Вот так. Так, а теперь многих, ну, да, есть населенные пункты, где проживает человек, ну, от 6 человек, так, это село Городане, там, вот это кочевое, такая овшина кочевая, Среднеколымские. Ну, они как-то счет не берут. Но есть населенные пункты, которые 100, 150, 200, там 300 человек. Вот сейчас от многих от них как бы вот пожелания поступают письменные. На решение схода наследия, там, населения мы против вхождения вот регионального оператора в области вот именно по обращению с твердым коммунальным отходом. И по обыску там как раз представитель вот на днях звонит и говорит, на тех глав, которые вот это сходом решения приняли решение как бы не собирать и не убираться там под эгидой регионального оператора, подали в суд. Прокурор взял и подал в суд. Вот он такое решение принял. Поэтому, да, вот закон законом, конечно, 89-й это на уровне федерации как единый и для всех субъектов федерации. Но в то же время надо как-то будет пересмотреть сторону вот, пересмотра некоторых позиций по части именно малонаселенных пунктов. Или дать самим возможность просто поддержать финансово какие-то моменты, которые именно... Общая сеть у нас какая сегодня? Чтобы экологию сберечь вот так. И нормально обратиться в эти с этим отходами. А то, что да, вчера тоже вот, на эту тему говорили, да, раздельный сбор как бы возможно. Но насколько возможно? Собрать там 1 тонну на 5, ну тот раз, как-то повторяешь, тот раз я как-то общался с местными там скупщиками. Хорошо, вы перевозите, да, 1 куб привезете, сдадите и еще 500 рублей дадите мне. Ну какой резон? Я буду где-то за 1000 километров везти тонну, например, пластмассы, там, какой-то прикрещенный в каком-то виде, еще деньги буду давать. Ну это же абсолютно получается. Поэтому, да, единственный вариант на сегодня, хотя вот закон позволяет людей с 23-го года захоранивать на этих местах, ну как традиционно. А потом, по мере, вот да, действительно, на сегодня мы рассматриваем вопрос приобретения именно инсинераторных установок, 36 штук. Это стационарно собираемся установить в районных центрах, а остальные 23 там на колеса ставить, типа передвижные. А потом, да, действительно взять, да и сказать, что такой результат будет, очень трудно. Поэтому, да, 2020 год нам очень желательно было бы в пилотном проекте пустить хотя бы 2 района и установить именно инсинераторные установки районов
и одну-две штуки закупить и пустить как бы по населенному пункту. Ну тогда, конечно, сила у нас была бы, ну, у нас сейчас цель такая стоит. Это населенного пункта вообще исключить понятие свалки. Все шишки. Ну, тут возникает, Антон Борисович, такой вопрос. Хорошо, а мы там участок земли, например, муниципалитет выделил, в пределах 500 метров там и дальше, ну, согласно Санпинским требованиям. Землю выделили, а кто будет обстраивать этот полигон? Время. Муниципальное образование. Все, это хорошо. Это все равно, как Так. построить площадку. Ладно, хорошо. Это как бы муниципальное собственность получается, да? И население начинает таскать туда мусор. Всё подряд. Да. Потом мы приходим с этой машиной. Один раз в 11 месяцев вы Да. приезжаете, и там живете несколько дней и сжигаете. В связи с этим тариф будет падать. Вот, транспортировка где-то. Транспортировки нет, Захоронение сам ходит, что-то. захоронения нету, потому что Нету. ничего захоронять не Да. надо. Вот, А что тогда обслуживание региональные- склада должно вот, на муниципалитете. региональная операция? Мы же это Региональная- уже просчитали, вам всем отправили. А, ну, Смотри, Сколько Ну вот. месяцев это все будет стоять? 11 месяцев 11 разрешается. месяцев. Ну, А вот как- опять да. Медведи, песы, все такое. Всё Там рассказывали, должны что построить построили. так, закрытые помещения должны быть. Закрытые помещения должны быть. Ангары, Ну, сараи можно сказать. Ангары. Сараи. Так, в целом полигон, Таких регионов средняя каждый. стоимость строительства полигона это 40, ну вот где-то 500, там 500 с чем-то населения, ну с расчетом накопления это будет стоить 40 миллионов рублей. Это строительство полигона, строительно-искательного работы. А наша установка, да, вот очень хотелось бы видеть воочию, да, работающую установку именно этой энергии. Потому что это на сегодня единственное оборудование, которое вот, ну, презентуется, это без как бы, начального топлива. Ну, единственное, что он спичка типа нужна, говоря, да, и мусор сам, самовыгорание как бы. И одна установка, вот от Кибертоп систем, тоже с ними контактировали, ну, и выбрали эту установку, ну, стоимость где-то порядка 9,5, а вот это, как озвучили, эта энергия, она очень дорогая, вот эта, да. Ну, хотя вот таких Нет, от мощности зависит. А? От мощности зависит. Да, от мощности зависит, да. Ну, средняя стоимость где-то порядка 10 миллионов рублей, вот это. И вот эти установки, когда мы как-то тоже вот мечтаем и рассматриваем свои приложения, они, эти установки как бы контейнерного размещения должны быть и будут установлены на шасси и на сани. Ну, Не мечтать надо, а уже считать и Нет, это не принимать так программу и заявлять уже тарифно. такая идея. За счет исключения транспортной составляющей можно это сделать. Ну, нет, он считает. Так. Ага, ну, у меня вопрос, да, вот Владислав Консикович сказал насчет сжигания мусора. То есть вы, получается, всего 36 установок, из них 13 стационарных в райцентрах и 23 на колесах, да? То есть, ну, а смогут ли вот охватить все населенные пункты? У вас вот сейчас охват 16 населенных пунктов на севере. Ну, тут все упирается на финансовый вопрос, конечно. Вот мы максимально хотели бы охват сделать, но исключая именно вот те населенные пункты, где вообще мало населенность. 100, там, 150 человек. Это же Ну, шатает, там не вот шатает. группирование идет, там в населенном пункте, например, в Анабарах или там Аллаеве, там по 2, по 2 штуки. Это не жатайская установка, это же заводские установки. Да. Жатайская, это вот так сказать, жатайская. Это непонятно. Нет, я отметил, что мы сейчас изучаем опыт, да, Вообще и это опыт. повод изучать, если имеется установка заводская. Вот это интересно. Заводская имеется, но в рамках эксплуатации тоже, как мы знаем, характеристики написано одно, а в ходе опытной эксплуатации, и тем более в наших климатических условиях, это может выявиться другое. Поэтому мы с коллегами прорабатываем в рамках апробации животных установок на территории арктической зоны. А вот эта установка Евгения Петрова,
Ну, как я Там у отметил, него тоже инсинератор же есть. ну, небольшой. изучали, но в основном там они на базе отработанного масла, да? А мы понимаем, что в арктической зоне не везде это топливо имеется. Поэтому различные подходы, ну и с тем взаимодействуют, поэтому должны совместно принять решение. Их компетенции, безусловно, мы применяем по выбору технологий. Так. Еще есть вопросы? Ну, вот меня как-то смущает то, что, значит, эти передвижные установки для сжигания мусора будут на колесах, да? А вот как в Булунском районе, да, Верхнеколымском районе, Нижнеколымском районе перемещаться на колесах, я, например, лично не представляю. Нет, поэтому рассматриваем такие варианты. Где-то на местах на шасси, да, вот, на широкопрофильной резине ставят. И садик. Обычно на профилях и ездят вот эти экспедиционные службы, экспедиции, например. Вот такого рода. Вы имеете в виду, что сани к вездеходам? Ну, почему прицепные? Вот будет на полетах. Да. Не, ну это смотря в каких местах. Ну, не во все населенные пункты, зимой же могут Конечно. добраться. Ну, расчетом на то, что вот зимой передвижение будет только в зимнее время. Еще есть вопрос? Нет, да? Спасибо. Так, слово предоставляется представителю Якутской городской администрации, заместителю руководителя службы эксплуатации городского хозяйства Петрову Степану Спартаковичу. Добрый день. Ну, год мы начали, как вы знаете, с акции бесплатного приема на полигон мусора. Это по 5 кубов мы население бесплатно принимали. Кроме того, эта акция продлилась, кроме праздничных и 20 дней, продлилась у нас период 3 месяцев санитарной очистки. За этот период у нас было убрано бесплатно принято на полигон порядка 33 тысяч километров твердых коммунальных отходов. В этом году нашими территориальными органами управления будет вывезено, вывезено более 20 тысяч километров, это уборка несанкционированных свалок. Также у нас по городу, по нашей муниципальной программе предусмотрены мероприятия по обустройству выгребных ям на территории неблагоустроенного жилого фонда, а также обустройству покупки, получается, специальных емкостей под жидкие бытовые отходы, подмерзлые бытовые отходы, да, это 68 штук подмерзлые отходы и 44 выгребные ямы. Также с помощью жилкомсервиса мы в этом году приобрели 500 контейнеров для неблагоустроенного жилого фонда, а также частный сектор установили. И вот до конца года планируем еще 22 бункера купить и установить на территории частного сектора. Так, у нас на сегодняшний день на территории города Якутска имеется 2600 санитарных точек, мест накопления твердых коммунальных отходов. Из них порядка 215 это у нас установлено в частном секторе. На сегодняшний день у нас создана комиссия, получается, с участием Роспотребнадзора и управления архитектуры по организации вот этих именно санитарных точек, согласования этих мест, 215 мест. Также у нас вот совместно, как Владимир сказал, что с этой системой у нас запланирован пилотный проект в Гагаринском и по звонковому сбору мусора, получается. Ну, если у нас в этом году пилотный хорошо себя покажет, в следующем году мы планируем частный сектор, когда весь отходит именно по звонковой системе, а не жалуются жители по частному сектору, у нас возмущаются по установке рядом с их участком санитарной точки. Кроме того, вот у нас, как вы знаете, вот в зимний период у нас образуются, кроме твердых коммунальных отходов, жидкие бытовые отходы, это в неблагоустроенном жилом фонде. Мы сейчас, департамент экономики у нас утверждает тарифы на экономическое обоснованное тарифы на именно мерзлые бытовые отходы, чтобы мы могли в
компаниями по вывозу именно жидких отходов в летний период, это выкачивание выгребных ям, и вот с ноября месяца по апрель месяц это уборка мерзлых бытовых отходов. Так, ну, в принципе, в целом всё. Так, пожалуйста, вопросы? Ага, так, пожалуйста, Анна Павловна. Ага. Меня интересует, где вы в зимнее время накапливаете мерзлые бытовые отходы? Ну, мерзлые бытовые отходы у нас отдельно складируются. Ну, в одно время складировалось в полигоне снега, да, сейчас у нас складируется в 9 километре на полигоне такого отдельном месте. То есть на сливную станцию это в любом случае? Нет, в сливную станцию не попадает, потому что, ну, это в мерзлом виде. Ну, а я Это там- брикеты. Может, А на летний период они в выгребных ям выкачиваются и, конечно же, вывозятся на А тариф на вывоз в жидком виде кто устанавливает? тариф у нас в жилкомсервисе установлен по септикам, по неблагоустроенным жилым фонду, да, а по этому, к сожалению, по выгребным ямам нет тарифа такого. У нас тариф устанавливается департамент экономики как жилищная услуга. А не как водоотведение? Если как водоотведение. Как жилищная услуга, и управляющая компания значит, идет как жилищная услуга. В жидком виде и в мерзлом виде. Это примерно... А? Измерение вот Это боль. единица измерения? Да. Куб или там что-то. С квадратного метра начисляется. Друзья. 10 рублей. Нет, он спрашивает, а вывоз как? В кубах? Норматив, он рассчитан в тарифе штатообразования, ну вот, да, как жидких отходов. И второй вопрос у меня. Реестр мест накопления мусора ведете вы или управа должны быть? У нас в феврале утвердилось постановление окружной администрации о введении реестра мест накопления, да, по которому у нас управы принимают заявки, формируют, согласовывают с архитектурой и с Роспотребнадзором, а также схему составляют и направляют на утверждение в департамент жилищно-коммунальных хозяйств. То есть это все идет мимо вас? Вот это? Да, департамент Это ЖКХ. реестр. Департамент ЖКХ, да. И на сегодняшний день на сайте окружной администрации. А управы в курсе того, что они должны контролировать вот мелкие торговые точки, да, фрукты, овощи там, допустим, да, сапожные мастерские. Вот кто должен контролировать, заключили ли они договор с рекоператором на вывоз мусора, поскольку, значит, они все пользуются теми контейнерами, которые установлены для населения. Ну, мы с рекоператором, и также с административной комиссией ведем такую работу. Это Входим вы с- ведете? Нет, территориальный орган управления имеется в виду, да? Ведут такую работу, ходят вот, с юридическими лицами, ну, ведут беседу, чтобы они заключали договора с рекоператором нашим. К сожалению, половина, часть только, единицы только заключают договора, и такие, которые не заключают. А в административном порядке? Ну вот административная комиссия тоже работает в этом направлении тоже. Ну, это же не прекратится, пока жилкомсервис будет принимать эти отходы. Потому что когда жилкомсервис перестанет принимать отходы, приходящие с... Ну и это не, это жилкомсервиса не зависит. Если жилкомсервис запретит не принимать туда, получается, здесь будут у нас образовываться. Нет, такие Ну, вопросы, почему они Запретить, просто это же в можно нашей базе организовать это через все столовую кидают. с региональным оператором. Можно И получается, что это для них бесплатно, а платим мы. Ну, закрытые контейнеры появляются, уже многие магазинов, они закрывают свои контейнеры. Подписывают, У закрывают. нас все открыто, у нас все туда. Ну, в Все. основном в центре города так же. Я вообще не видел. Так, пожалуйста. Ну, все мы уже понимаем давным-давно, да, что вся эта реформа значит, управления отходами ничего не будет стоить, если все население не научится грамотно, культурно разделять этот мусор, да. Ну, вот, допустим, все, что сегодня прозвучало, все это минует, как говорится, на увеличение сознания, вовлечение конкретно жителей города, скажем, да, где, в принципе, проживает треть населения всей республики, для того, чтобы приучить людей культурно относиться к этим отходам. Да. Ну, вот, ну, есть какие-то потуги, что вы будете работать и с управляющими компаниями там, и так далее. Но вот таких вот работ, которые непосредственно нацелены на
работы с населением таких работ нет. Вот мы, как общественная организация, с первого года, как только был объявлен конкурс, значит, на народный бюджет, в год подавали такую заявку о том, чтобы, значит, взять такие вот микрорайоны, в которых провести целенаправленную работу вот, по обучению людей правильному обращению с отходами. Вот даже на сейчас, на данный момент, мы видим, что есть только нацеленность на отдельный сбор картона, пластика и все. Ну и там вредные там ртуть и так далее собирают у нас управляющие компании. Батарейки и то не собирают, например. Да, это все как бы, но это в принципе все можно начать организовать. Есть ли возможность еще раз обратиться в ваш народный бюджет, чтобы все-таки такие проекты реализовывались, множились, и как можно больше людей все-таки приходило к пониманию, что только от понимания людей мы можем, в принципе, решить эту проблему к переходу к цивилизованному обращению с твердыми коммунальными отходами. По-моему, до 1 ноября, да, до 15 ноября подачи. Вот можете вы как бы содействовать в прохождению таких проектов? Нет, у нас Проходит уже одна заявка уже детские есть. площадки, По которые раздельному хотите. сбору уже одна заявка есть, по раздельному сбору пластиковых бутылок. Мы же раньше тоже в рамках проекта «Я инженер» тоже устанавливали раздельный сбор контейнеров по сбору пластиковых Ну, бутылок. это касаемо только одного вида отхода. Понятно. А Но у нас, можно к сожалению, сделать предприниматели шире. сами не готовы вот собирать вот эти вот бутылки. Что у нас будет? Рекоператор же не будет собирать пластиковые бутылки, относить предпринимателю. Так вот, Это различные предприниматели формы- сами должны Различные захотеть формы работы собирать. можно. Если, допустим, мы будем отработаем с каким-то кварталом или системой домов, да, чтобы этим домам пересмотрели как бы тарифы. Мы если они готовы будут. организовать эту работу, готовы должны установить быть вот эти предприниматели. вот. Здесь Предприниматели предприниматели сами молодцы. должны захотеть вот это убирать. Мы когда вот в 2017 году это устанавливали, раздельный сбор пластиковых бутылок, предприниматель вот Петров, который занимался этим, да, он подошел и сказал, что мне нужны деньги, чтобы Вот эти тогда стал убирать. проводить такую Он работу. сказал, деньги мне возмещайте, мне затраты, чтобы я убирал эти. Ну как это? Это же ваш бизнес, говорим. Это же вам нужно, чтобы мы вам сырье даем, чтобы вы там дальше развивали, что-то делали, да, получается. Нет, Он мэрия, говорит, через нет, ваш ребята, совет городской думы Мы не ему рассматривать организовали. такую комплексную работу именно как гибкая организация тарифа. Пока Нет, такого переработка, нет. да, Пока ну, такого Ну, нет. Поддержка переработки называется это. налогообложение, Как есть переработка? Внутри Освободить окружения. его от части налогов того же Петрова, допустим, и так далее. А вот народный бюджет может быть направлен именно на поддержку предпринимателя, который именно хочет переработать. Да, переработка нет. Сам собрать и переработать. Вот муниципалитет должен это решать. такие Инициатива. вопросы. Вот у нас телега вперед лошади. Если мы начнем собирать с населения, не знаю, куда девать, Да. это будет коллапс, потому что вот в законодательстве все предусмотрено. Как только начинается раздельный сбор в самом многоквартирном доме, устанавливаются вот эти раздельные контейнера, вступает в силу, мы не тариф пересматриваем, а вступает в силу положение, что человек начинает платить только за то, что вывозит региональный оператор. Объем, фактический объем. А то, что вот собралось там пластмасса или бумага, это уже перестает быть стекло. И его должен кто-то приехать забрать за свой счет. А вот не зная, куда его девать, вот это делать, мы просто породим на площадках домов вот эти кучу этих картона и этого пластикового отхода. Поэтому надо тут поддерживать предпринимателей, которые собираются перерабатывать. Должен Вот поддержку такую другую. политику Мы на надо. следующей неделе с ними как раз встречаемся у Романа Сергеевича Сорокина. Поэтому надеюсь, это будут предложения. Поэтому, если будут предложения, мы готовы помочь по обустройству этих. Они думают, что им вот это их сырье региональный оператор должен перевозить бесплатно, а этого в тарифе нет. Это запрещено. Мы не можем это И потом это будет все равно, в первое время это будет убыточное производство. Вот Да, это я думаю, что это всегда будет. сбор, может быть, даже и всегда будет убыточно. Поэтому надо заинтересовать предпринимателей и какие-то им налоговые льготы для этого. Налоговые льготы, это не знаю. у меня тоже И нет. после этого Ну, начинают. у вас есть свои налоги, вы свои налоги-то собираете. Налоги на землю, А с товарооборота? Так, еще вопрос? Все, спасибо. Так, и представляем слово главе Амгинского района Архипову Николаю Архиповичу. Ну, большое спасибо, что вот он пришел на наш круглый стол. Вот лично глава с мест
Вот мы надеемся услышать, как идет мусорная реформа в отдельно взятом Амгинском ВУЗе. Добрый день. Ну, наверное, городским не интересно, как в деревне собирают мусор. Наоборот, интересно. Наоборот. Ну, обсуждали все про город, поэтому думал это. Ну, у нас работает экосистема региональным оператором, и с ними работает ООО «Арчин». Ну, на данный момент основная работа идет по центру улуса, да, по Амге. Ну, слава богу, благодаря спортивным играм, ну, большинство контейнеров приобретено. Ну, как вот сегодня вот задал вопрос по месту сбора трудностей, да, улицы узкие, например, ну, везде вот вплотную стоят частные дома, и никто не хочет, чтобы возле них стояли контейнера. Поэтому как-то этот вопрос тоже надо решить. Насчет ну, точек, у нас сейчас основные точки по МКД, по частному сектору пока этот вопрос до конца не решен. У нас создана комиссия, которая по этим вопросам работает. И ну, в основном, как бы по закону, полномочия муниципального района же, да? Как бы на снега там не прописаны. Вот этот вопрос. Поэтому нам надо это с главами на снегу прийти к общему мнению, чтобы они тоже как бы были заинтересованы в этом вопросе. Но этот вопрос еще до конца не решен. Например, юристы на снег, они говорят, это ваш вопрос, муниципальный район, давайте вы решайте своими финансовыми средствами. Ну, финансовые средства района, конечно, это не такие большие, чтобы этот вопрос на весь район решать. Так, и, ну, по свалке мы решаем, ну, по обустройству решаем средствам ПМИ. Население собралось, и где-то собрали сейчас 3 миллиона 700. Делаем дороги внутри свалки и ограждений. Ну, коротко, вот информация вот такая. А в удаленных на снегах тогда, значит, система сбора пока не работает. Да? Вот Сулгачи, например. Да? Нет. Пока А нет. вот организовать строительство пунктов временного хранения, да, это такие сарайчики с открытыми этими, куда мусор можно бросать и куда собака не залезет, да? А потом приезжает машина и каким-то образом оттуда Ну, там, стена сзади открывается или что-то там такое. по требованию Такие там есть. бетон, да, снизу должен быть. Не знаю насчет бетона, но вот такие сарайчики построить вообще, если на снегах, чтобы один раз в год приезжала машина и сжигала там. А, это на снегах. Да, на снегах дальних. Чем каждая мусоровозка будет ездить в райцентр с нослегом. Нам сейчас тарифы это заявляют, да, допустим, 2 раза тариф растет. Лучше один раз в год вот эта штука едет и там сжигает, несколько дней работает, и месяц. Это намного дешевле. И тогда у нас же сейчас в тарифах сидит, что население прямо из домов у них забирают мусор и увозят на свалку. Мы бы это тогда исключили бы. Население сразу бы увозило туда и выбрасывало то, что ему не нужно. И тогда по итогам даже там объем уже можно посчитать. Сарайчик же объем понятно. И фактический объем можно посчитать. И тогда население предъявит и фактический объем потом будет намного меньше. Без транспортных расходов и фактический объем. Это будет в разы меньше, чем А население тогда будут это платить, что ли? платить все равно за сжигающую установку-то надо. Но Да. это будут... Это вряд ли. Это будут то, что сжигающая установка придет и будет это будут копить. Они сами будут возить туда. и Они потом сами, как сейчас, деньги будут будут давать. возить, а деньги давать именно на сжигание. Только сжигание. На стыке же проще раздельно мусор делать. Там же все равно пищевые отходы, как правило, идут в производство. Ну, не знаю, сомневаюсь. Это их надо будет И назвать. насчет, Это вот опять в районном будет центре у нас сейчас мешковой сбор, да, как вот звонковый сбор сейчас говорят, да, у нас называется мешковой сбор. Но население еще не готово на это. Там график есть, вывешивает флаг зеленый, например, это мусор, да, уже мусор как бы заполнен. Но не все уже это готовят. Большинство сами выводят. Это можно узаконить, вообще договориться на спорную узаконить тарифов
включая сжигание. Тогда это Это дешевле. снижается, да? Конечно. То есть у вас вот насчет сжигания мусора предложений не было, Нет, да? пока нет. Пока не было. Это пока только прорабатывается вот наш. Ну, это наше Ну, не предложение. разрешат, наверное, Нет, сжигать? ЖКХ пока изучает. Не, ну вот говорят же, что 11 месяцев можно хранить, да? И в течение 11 месяцев один раз подъехать и все сжечь. Это не в пожароопасный сезон. Зимой обычно. Зимой. Когда дорога Нет, твердая. но в Центральной Якутии это вряд ли будет. Конечно, Это это дело в том, что мы на общественном совете МЖКХ заслушивали экосистемы, и вот он как раз там и говорил, что в населенных пунктах, не в райцентрах, в населенных пунктах, они идут по пути обустройства бункеров, чтобы туда машина заезжала, так сказать, по мере накопления. И это все вывозило. То есть вот такая работа ведется. Вы с экосистемами как-то взаимодействуете в Да. этом направлении? Ну, вот региональные операторы экосистемы, у них, ну как бы подрядчик Арчин, да? У них специализированная машина только одна есть. Вот. И они ее гоняют по мере накопления вот в этих местах. На снега? Это очень дорого. На снега не гоняется. Это сейчас так и должно быть, в тарифах так и должно быть предусмотрено, но я честно признаюсь, в тарифах транспортные расходы у нас стоят заниженные. И поэтому, если они это будут делать, они просто будут делать. Нет, они не так часто это делают. Нет, ну, или 10 машин мусора перевести в райцентр, или один раз вот это сжигательное смесь. Ну, вот это, экологи-то нам это как, не мешает сжигать? Скоро будут мешать для сжигать. Потому что... Ну почему? Жатай же вот сжигает это все. Нет, я говорю вообще, вот это как... Жатай, если Если съездите, будем все посмотрите, сжигать. там вообще даже дыма не видно. Даже вот газовую котельную сравнить и дым из этой трубы, вообще не видно. Выбор места самое главное для этого. Ну, у нас лес близко Порой же видно. здесь. Поэтому Население опасно. очень мало. Конечно. Так, еще есть вопросы Николаю Архиповичу? Ага. Нет. Ну, ну, большое спасибо, Николай Архипович. Спасибо. Так, ну, переходим к обсуждению и предложениям. Ну, пока вот этот самый по итогам сегодняшнего, тут в рекомендации сегодняшнего общественных обсуждений надо, я думаю, обязательно включить вот, что муниципальным образованием и муниципальным районом это усилить работу по информированию и обучению населения. Потому что сегодня прозвучало, что в Арктике даже главы наследников, вот известная по всей России вождь якутского народа, оказывается, не знает, что надо. Ну и этот самый, и даже в центральных улусах население еще не недопонимает, что это федеральный закон и требует со всех этот самый исполнение. Ну и также тут надо написать муниципальным районам и вот и в целом министерству как курирующему, да, органу, что необходимо разработать систему помощи предпринимателям, занимающимся переработкой. Потому что действительно мы говорим о раздельном сборе мусора, и получается, что если мы раздельно собрали, то этот пластик, он уже перестает считаться мусором, правильно? Он будет сырье уже. И, то есть, например, тогда будет очень много оставшегося, например, с пластика собранного, если его не перерабатывать. Вот надо вот господдержку какую-то предусмотреть. Вот, ну и еще есть какие-то предложения, рекомендации? Так, пожалуйста. Насчет того, что Так, пожалуйста. Ага. Предлагаю включить, значит, это рекомендовать правительству республики рассмотреть вопрос передачи полигона от Мукрюкомсервиса региональному оператору. Нет, это касается всех. Ну, всех это все полигонов. касается. Все Ну, полигоны. вот, да, То есть- включая, значит, вот все муниципальные образования. То есть рекомендовать, например, муниципальным районам и правительству, получается, Да. рассмотреть вопрос передачи. Передача региональным операторам существующих полигонов. Полигонов, да. Да. Ага. Чтобы Свалок. один ответчик был. Да. Ага.
Так, и представитель Минэкологии, так, пожалуйста. Ага. Мгм. Ну, время уже позднее. То, что планировал, я не скажу. Просто вот дам информацию, что в этом году у нас имеется субсидия на внедрение наилучших доступных технологий и иных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Да? И в рамках данной субсидии нам в этом году удалось в бюджет заложить 5 миллионов рублей. Но тут надо оговориться, что субсидия она существует с 2017 года, да? Положение было утверждено, но во время оптимизации бюджета вот эта вот сумма, она уходила первой, да? И в этом году нам впервые удалось сохранить данную сумму, это во многом благодаря указу главы номер 2 по благополучию. И тем не менее вот мы конкурсный отбор в этом году проводим. Сегодня последний день приема заявок. Поступили 2 заявки от ИП Петрова и ООО «Экологические системы». Центр, Якутский утилизационный центр. Вот. Это то, что, ну, это касается того, что этот вопрос мы обсуждали, там, участие господдержки предпринимателей, да, Министерство экологии, да, принимает меры в этой области. Ну и можно несколько слов сказать про оригинальный проект «Чистая страна». В рамках данного оригинального проекта нами планируется привлечение около 1 800 000 000 рублей на рекультивацию свалок. Это вот города Якутска, города Нурбы и города Белюйска и Мирного. Ну, как сказали предыдущие докладчики, конечно, вот имеется ряд проблем, именно в том, что для того, чтобы рекультивировать данные свалки, надо построить новые полигоны, да, так как вот наши свалки являются действующими, а по условиям конкурсного отбора, который проводит Минпромторг России, объект должен быть закрытым. Вот, ну, совместно с коллегами мы решение по этим вопросам как бы в работе находится, ищем такие решения. Ну, вкратце то, что хотел я сказать. И в части вот исполнения протокола предыдущего заседания по усилению Госэконадзора нами также был принят издан приказ об усилении экологического надзора. И нашими инспекторами как бы данная работа усилена. И в этом году у нас 82 несанкционированные свалки выявлены по ним работано. Также, если очень кратко, то, допустим, в прошлом году за первое полугодие у нас 480 контрольно-надзорных мероприятий было проведено, а в этом году уже 535. Так, пожалуйста, вопросы. Так, спасибо. Ну, получается так. То есть поддержка получается. Так, еще есть выступления, предложения в Это рекомендации? график, это и По предложению можно? Да, пожалуйста. Ага. Вот рассмотреть вопрос создания вот именно вот сегодня обсуждали очень по сжиганию такого пилотного создания пилотной территории, в частности вот у нас в Якутском. первый, да? Да, первый. Потому что я так, Среднеколымск. да, я так просто не говорю, потому что у нас вот региональным оператором переговоры шли, да, и там 2 села у нас сейчас готовы к этой преступности. Они уже там, где там кто-то делает, там, вот как Арсений Борисович делает, там стали делать сараи, там помещения искали вот для этого и так далее. Вот там была бы вот настроена на это работа. То есть это тогда рекомендация в МинЖКХ, да? Ага, МинЖКХ. Ну и вот группу ЖКХ, наверное. Пилотный проект. Ага. Хорошо. Ясно. Еще есть предложение? Ограничиться, да? Ну все тогда, спасибо большое за участие. Мы подготовим и
до вас доведем наши рекомендации и предложения. Стреляли.